Если раньше в Республике Татарстан было 5 архивов, это Национальный архив Республики Татарстан, Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан, аудиовизуальный архив, редакция журнала, тоже как самостоятельные, и архив печати, то в настоящее время мы все объединены и находимся под брендом Государственного архива Республики Татарстан. Это бюджетное учреждение. В архиве работает более 200 человек. И в настоящее время мы находимся в 3 зданиях. В настоящее время Государственный архив Республики Татарстан разрабатывает свою информационную систему, но о ней попозже. С 2017 года Архивная служба Республики Татарстан разработала свой логотип. О чем говорят? Вы, наверное, уже видели на здании города Казани и даже увидите, скорее всего, на здании Декабристов 4 на улице 8 марта вы увидите вот такую сотую. Что это означает? Этот логотип, логотип говорит о целях и задачах нашей архивной службы. Опираясь на мудрость седых веков, сохраняя золотые страницы истории, да, то, что золотом, мы открыты созиданию будущего. В настоящее время в Архивном фонде Республики Татарстан хранится порядка 6 миллионов дел. Представляете, это один из самых крупнейших архивных центров Поволжья. Например, здесь есть представители, да, из другого края нашей России необъятной. И представляете, какой огромный у нас архив. И в Архивном фонде Республики Татарстан более 18 уникальных документов. И все они внесены в Государственный реестр Российской Федерации, внесено 11 документов, в Государственный реестр Архивного фонда Республики Татарстан внесено 7. Одним из самых древнейших документов является рукопись Сибавахия. Относится к середине XI века. В настоящее время проводятся очень интересные исследования с нашими зарубежными коллегами, где мы пытаемся объединить все рукописи Сибавахия. В настоящее время часть рукописей находится в Италии. Это, наверное, вы уже слышали. Потом другая часть находится в архивохранилище Санкт-Петербурга. 48 листов рукописи хранится у нас в Татарстане. И самое интересное, что эта рукопись Сибавахи у нас не переписанная, а именно оригинальная. Труд содержит значительное количество цитат из арабской поэзии и Корана в качестве примеров на то или иное правило, на употребление слов и форм и написание их значения. В самое время Сибавахи часто опирался на разговорную лексику арабского языка при фиксировании и объяснении тех или иных языковых явлений и фактов. История поступления Сибавахи, документа очень загадочная. В архив Республики Татарстан документ поступил в составе коллекции Казанской духовной академии в 1927 году. Одним из первых исследователей изучения казанского фрагмента был доктор филологических наук, профессор Института востоковедения Российской академии наук Анас Халидов. Ученые после сравнения данных образцов с другими репродукциями, сохранившимися в мире в Институте рукописей Каира Лиги арабских государств, датировал казанский фрагмент концом XII, начала XIII века. Но хочется сказать, что в последнем номере нашего журнала опубликована статья директора Доминиканского института востоковедения. Это тоже общий проект, в котором все-таки доказано ученым, что рукопись относится к середине XI века. Также в настоящее время в мире изучено всего лишь 25% текста рукописи Сибавахи, а остальные 75% недостающегося текста продолжаются изучаться и исследоваться в архивах всего мира.
И казанские фрагменты рукописи Сибавахи являются бесценным культурным достоянием и свидетелем яркой истории арабографической грамматической традиции и в предыдущие столетия. Среди уникальных документов мы можем найти жалобные грамоты, выписки из песцовых книг, также письма Муса Джалида, Буланура Вахитова. Другим видом бесценнейших документов и именно, скажем, самым востребованным среди краеведов являются наши метрические книги. Многие, наверное, краеведы работали с метрическими книгами, так? Да? Имеете представление? Будет интересно, если мы вам подробно расскажем о нашей коллекции метрических книг? Очень рад. Метрические книги. Вообще у нас метрические книги порядка более 10 тысяч, но именно мусульманских, написанных на арабографическом тексте, их более 4 тысяч. И уже исследователями всего мира говорят о том, что именно метрические книги давно пора уже включить в состав уникальных документов, потому что это единственные документы, рассказывающие об истории татарского народа, да, по которым мы можем узнать историю рода, семьи, также о социальной истории, о повседневной жизни, сделать небольшие статистические наблюдения. И на первый взгляд вы, наверное, все, кто изучал, сталкивались и понимаете, что они не столь информативные, да, скупые, но комплексное изучение метрических книг отдельных приходов региона дают широчайшую возможность для реконструкции повседневной жизни. Законодательное введение метрических книг закреплено именно православного населения, это с 1702 года, а мусульманские у нас ведутся с 1828 года. Весной 1918 года был издан декрет о правилах ведения актов гражданского состояния, согласно которому все метрические книги акту были переданы в местные органы советов. Но, знаете, здесь и гражданская война, да, и отсрочили реализацию этого декрета, и многие метрические книги оставались в приходах, в церквях. А не вам рассказывать, что случилось в 30-е годы с церквями, да? И здесь происходит такое некое интересное, что некоторые метрические книги продолжали оставаться, а некоторые в срочном порядке сдавались в 1918 году создавались губернские архивы, и архивные комиссии в составе пытались комплектовать и собирать все, что уже необходимо было передать в архивы. И архивы России, как вы знаете, обладают огромнейшей коллекцией мусульманских метрических книг. Но здесь первенство, конечно, принадлежит Башкортостану, и это вы знаете, да, что самая большая коллекция метрических книг мусульманских находится в Башкирии. И, конечно, самая большая проблема – это недоступность этого исторического источника широкому кругу ученых. Это прежде всего потому, что они написаны на старотатарском языке в арабской графике. В Государственном архиве Республики Татарстан метрические книги выделены в отдельную коллекцию, и называется эта коллекция метрических книг. Некоторые экземпляры имеются и в другом фонде. В фондах архива отложились метрические книги мусульман Казанской, Уфимской, Самарской, Симбирской, Вятской губернии. Наиболее ранняя метрическая книга датируется 1829 годом, но подавляющее большинство книг татарских населенных пунктов начинается с 1860-х годов. В настоящее время в архиве находятся как приходские экземпляры, так и экземпляры, предназначенные для духовного управления. Все, кто работал с метрическими книгами, и кто не работал, я вижу, здесь есть и представители более молодого поколения, да, которые, скорее всего, никогда не видели
Метрические книги, они и православных, и мусульман, состоят из 4 разделов. Первый раздел – это о рождении, второй раздел, о браке, о разводе и о смерти. В первом разделе имам регистрировал всех родившихся детей своего прихода в хронологическом порядке. Вписывались имя ребенка, дата, место его рождения, имя, отчество родителей. Под каждой записью имам ставил свою подпись, удостоверял тем самым достоверность информации. Интересно отметить, что в документах более позднего периода иногда в православных метрических книгах записывали и фамилии, но в мусульманских метрических книгах, как вы знаете, это делалось реже. В случаях отсутствия журнал сведения Оренбургского духовного управления в 1916 году сообщал о том, что фамилия для татар ранее была необязательной, но в последнее время возникла необходимость указания фамилии. Особенно это требуется при определении в рекруты. В случаях отсутствия родовой фамилии рекомендовалось образовывать ее от имени деда. У знатных родов служилого сословия фамилия передавались по наследству. Она, как правило, и фиксировалась в метрических записях. Данные в метрических книгах о фактах смерти позволяют сделать анализ о продолжительности жизни населения. Отсутствие медицинской грамотности приводило к смертности детей в первые годы их жизни. Дети умирали в основном, как подчеркивает исследователь Эльмира Кадимовна Салахова, в основном от инфекционных заболеваний. Дети подросткового, юношеского и зрелого возраста по сравнению с детьми умирали намного меньше. Среди причин смерти людей среднего возраста больше отмечены бытовые травмы, молодые женщины умирали от родовых травм и послеродовых осложнений. Причина смертности от старости в 60-65-летнем возрасте также говорила о низкой продолжительности жизни населения. Отметим, что установление причины смерти все-таки устанавливалось не специалистами, а в основном родственниками или имамом, поэтому указанная ими причина могла быть и неточной. В метрических книгах также упоминаются такие заболевания, как корь, оспа, краснуха, чехотка, диарея, скарлатина, грипп, коклюш, сердечные приступы, рахит, лихорадка, воспаление легких. Информация данного раздела важна тем, что на его основе предоставляется возможность определить периоды вспышек разных инфекционных заболеваний. Метрические книги дают четкую картину демографической ситуации региона, и они, безусловно, на наш взгляд, являются уникальными документами, которые дают информацию, одну из самых точных, по рождению и смерти. В других архивных документах такая информация не содержится. Надо отметить, что ревизские сказки – это тоже прекрасный источник для изучения и составления родословной, но это больше все-таки статистические документы. Коллекция метрических книг – это единственный источник, написанный на старотатарском языке в разных диалектах татарского языка, и поэтому важность изучения метрических книг. И хочется сказать, что вот огромное количество исследований, я сейчас посмотрела небольшую выставку и поразилась и тому количеству исследований, и большинство из них, конечно, начинается с изучения родословной, да? История села, деревни, это всегда прежде всего начинается с изучения какого-то рода. И поэтому важность метрических книг, да, и сохранение, здесь уже не вам рассказывать, да, в основном. Ну, что же еще хранится такого уникального и интересного? Огромный пласт фотографических документов, визуального ряда, да, это тоже одним из важных исторических источников. И в архивном фонде Республики Татарстан сохранились огромное количество фотографий. Я жду слайд фотографий. Да, здесь и оригинальные фотографии Габдуллы Тукая, приезд всевозможных делегаций. Это огромное количество фотографий Старой Казани.
другим важнейшим видом источника, и мы вообще очень призываю изучать, да, это фронтовые письма. Фронтовые письма, верните, пожалуйста. Фронтовые письма с прошлого года совместно с Единой Россией, архивной службой Татарстана, с краеведами района ведется комплектование архива военными письмами. Письма как из фронта, как и на фронт. Это очень уникальный эпистолярный вид исторического источника. Здесь настолько правдиво, настолько передается то мироощущение человека с тяготами, с которыми столкнулось наше население в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время архив собирает, даже идут по районам. В самой коллекции архива более 3000 писем, да? И в настоящее время очень жалко, когда в исследованиях приводятся, например, только цитаты из письма, да? А вот хотелось бы, чтобы в исследованиях все-таки, если вам в руки попало какое-то письмо, вы показали значимость этого письма в контексте либо истории семьи, либо в истории города. И ведь эту весточку, есть такие письма, которые содержат следы слез, и передать вот то ощущение, которое складывается при изучении таких видов источников, конечно, не передать словами. И именно они смогут передать всю боль народа. Поэтому призываю тоже применять их при написании краеведческих исследований. Другим источником визуальным тоже являются афиши. В собрании Государственного архива Республики Татарстан порядка нескольких тысяч таких плакатов. В основном это отражают, что отражает афиша. Афиша – это, казалось бы, реклама, да? Но в то же время, судя по афишам, мы можем сделать анализ той культурной жизни, которыми складывались наши предки. Самое интересное, что хотелось бы сказать, да, что когда приходят в архив, это уже из своего опыта я могу вам сказать, что некоторые исследователи даже не подразумевают, что у нас был когда-то свой отдельный архив печати. Если вот я вижу здесь в основном Аксакалы, и на улице Баумана был архив печати. Вы помните кто-нибудь, да? И вот эти архив печати, он ведет еще свою историю. Было такое учреждение Народный комиссариат просвещения. Помните, да, это и во всех областях был Народный комиссариат просвещения, который занимался системой, становлением советской системы образования и культуры, да? И вот архивы печати как раз-таки были созданы вот этим при Народных комиссариатах просвещения. Здесь сохранились уникальные практически издания, да? Здесь, кроме архива печати, сам Государственный архив Республики Татарстан тоже комплектовал и все дореволюционные газеты, как на старотатарском языке, да? И они сохранились, и у нас в Государственном архиве есть полный доступ. В настоящее время ведется работа по созданию план-проекта реструктуризации читального зала на Кави-Наджми. Вы, наверное, занимались многие, да? И в скором будущем, примерно через год, здесь будет уникальный зал, в котором будут доступны все газеты, как в электронном виде, так и в первоисточниковом виде, да? Но пока доступ к газетам, ну, на какое-то короткое время, он тоже немного ограничен. Но архив печати, газеты, которые хранятся в здании на улице 8 марта, то есть это районные газеты, да, тоже газеты и конца 19-го, начала 20 века, они тоже доступны. Периодическая печать, я бы сказала, что это не первый источник, но
значимость как исторического источника, да, мы тоже не имеем права забывать об этом виде источника. Да. Здесь вот как раз видите, у нас заработал этот монитор, журнал Азат Хатыны, да, сейчас это Сюрюмбеке журналы, у нас сохранилась практически полная коллекция этого журнала. Вот. Другой огромной большой картографической коллекции, более 5000, это карты. Карты уездных городов, карты деревень, этнографическая карта, вот вы видите, да? И очень большая коллекция научно-технической документации, которую также невозможно не применять при изучении истории строительства зданий, при истории строительства промышленных объектов. Очень интересные зарисовки архитекторов советской Казани 30-х, 40-х, 50-х годов. Вот. Все, конечно, сейчас все наши описи, путеводители, да, они все идет процесс перевода в электронный образ. Но об этом попозже, да, но сейчас я упомянуть не могу, не сказать. Почему? Потому что ведется еще огромная работа по выставочной деятельности. Конечно, выставочная деятельность, казалось бы, в архиве и выставках вы, кстати, имели возможность увидеть, да, уникальные документы. Сотрудники Государственного архива Республики Татарстан на открытии вашего форума предоставили вам уникальную возможность увидеть наши первые источники. Как раз-таки большое количество метрических книг было представлено на выставке. Но в течение года Государственный архив Республики Татарстан, например, за 2017 год провело более 50 выставок. Это не считая электронных выставок. Все они у нас и межведомственных, они как на высших уровнях власти, так и небольших мероприятиях. И все они пытаются отразить историю, хронологии того или иного события. Да? У нас есть портал Татарстан Архивы РФ, и здесь вы тоже имеете возможность увидеть выставки с оригинальными документами, с первоисточниками. Почему настолько важно работать с первоисточниками? Да? Каждый человек, который сталкивается с первоисточником, он начинает понимать, и появляется свобода мысли. И чем краевед, да, в чем прелести исторического краеведческого исследования, что человек, который пришел в архив, именно исследуя свою историю своего маленького региона, и даже бывают такие маленькие деревушки, да, в которых 3-4, но почему население сюда, именно вот мой дед или прадед, да, пришел именно в это село и поселился именно здесь, так или иначе всегда краевед задается вопросом. И невозможно начать с глубины, не познав более ранние периоды истории, правильно? То есть вы всегда начинаете изучать историю своего края, начиная с себя. Вы, я думаю, согласитесь, да? Потому что невозможно, наверное, понять, да? И именно познавая свой род, вы познаете историю своего родного края. И для того, чтобы вот этот интерес не угасал, и в то же время появлялся интерес к изучению первоисточника, в архивной службе Республики Татарстан работает вот 2-й год уже очень удачно проект «Юный архивист». К нам приходят даже первоклашки. И вы знаете, когда смотришь в их глаза, когда рассказываешь о первоисточнике, у них настолько загорается, у них такой огромный интерес. И я просто
вот здесь, к сожалению, более старшее поколение, да, такого вот среднего поколения, мы, даже молодого поколения моих нету, да, мало, по крайней мере. И я бы хотела, чтобы вы своих, да, и архивная служба тоже обязательно сделали так, чтобы ваши исследования были интересны вашему молодому поколению. И только если вы сможете передать свое изучение своим детям, только тогда мы будем понимать значимость ваших исследований, да, и вы поймете значимость для себя. И вот юный архивист, когда приходят первоклашки, и они с удовольствием рассказывают о своих дедушках, да, и знают свои фамилии, имя, и откуда они родом, и почему, что они переехали, и знают о своем городе, и по старинным фотографиям узнают те исторические места, это просто непередаваемое ощущение. И сейчас бы мы хотели вам показать небольшой ролик. Он снят в прошлом году и называется «Минем тарихом». И этот ролик, он не просто, он снят для чего? Для того, чтобы понять, насколько важно знать свои корни. Да?